Итак, ну, конечно, вы понимаете, что школа Тибет-класс, и мы не можем не начать рассказ о конкретных языках с тибетского. Я придумал такую систему рассказа про языки. Я выделил на каждый язык три таких вот пункта каких-то, ну, субъективно на самом деле, потому что они основаны на личном опыте, во-первых. Ну, это может быть не какой-то научный анализ, а просто мои впечатления, мои советы, рекомендации. Итак, что касается тибетского языка. Я отвечу вам сразу на два вопроса, которые вы мне должны задать уже в чате. А именно, первый вопрос. Каким образом лучше всего изучать тибетский язык? И по каким пособиям лучше всего его изучать? Поскольку такого вопроса вы не задаете, я на него отвечу сам. Значит, вы уже поняли ответ. Конечно же, изучать тибетский язык лучше всего в школе Тибет-класс. Вот. А лучшие материалы по изучению тибетского языка – это, конечно, книги Тамары Борисовны Илюхиной. Ну, в этом нет никакой шутки, кстати, и это совершенно нормально. Действительно, лучший материал на русском языке. Это совершенно точно, это вот 100%, а может быть даже и на другие, и как бы вообще лучшие материалы. Поэтому, если вы не купили книжки «Читаем по-тибетски», «300 фраз», книжку про кота, то вы это, ну, конечно. Если вы как бы не знаете, что эти книжки есть, то вам нужно пойти на сайт школы Тибет-класс или написать администратору школы Тибет-класс, что вы хотите ознакомиться с этими материалами. На русском языке еще, я так понимаю, что можно будет это купить, можно их еще приобрести. Я всем рекомендую. Особенно вот что касается аудио, 300 фраз на тибетском, есть книга, она с диском. Она с диском. И эта книга с диском – это просто уникальный вариант курса по разговорному тибетскому. Потому что аудиоматериалов действительно не очень много по разговорному языку, и есть проблемы с этим. А там отличное аудио, которое записано носителями языка. Поэтому такой вопрос, такой вот ответ. И, конечно же, вы можете пойти на курсы «Читаем по-тибетски», ну и на курс тибетского, и, в общем-то, изучать тибетский язык. Тибетский язык – это язык с таким сложным входом, и поэтому лучше всего начать его, как минимум, изучать с кем-то, с преподавателем. Вот есть языки с легким входом и сложным входом. Как бы, например, испанский с легким входом, а тибетский это со сложным входом. То есть сложно начать. И китайский то же самое. Итак, если у вас есть по тибетскому языку вопросы, давайте вы их озвучивайте, потому что, чтобы мы дальше шли. Я знаю, что у нас много людей отменило тибетский как язык изучения, и какие-то, если у вас есть по тибетскому вопросы, давайте пишите тогда сейчас. Значит, 3 пункта у нас. Первое, система письма. Значит, чтобы изучать тибетский, вам надо освоить тибетское письмо. Тибетское письмо обладает некоторой трудностью, и даже есть ученики, которые ломаются именно на этом. Но если вы не освоите систему письма, то, в общем-то, достаточно сложно заниматься тибетским в силу того, что транслитерация тибетского языка имеет очень малое распространение. Вот. Поэтому нужно учить письменность. Следующий пункт – диглоссия. Что такое диглоссия? Тибетский язык имеет такую серьезную. Разговорный язык и письменный, литературный язык очень сильно отличаются. Нельзя сказать, что это, конечно, два разных языка, это один язык. Но, тем не менее, отличия очень серьезные. Они не только в лексике, но и в грамматических структурах, что самое неприятное. Поэтому нужно изучать отдельно разговорный и нужно изучать отдельно письменный язык, литературный язык. Начинать лучше всего, конечно, с разговорного языка, потому что он как бы грамматически, в принципе, сложнее. Там есть много аспектов, которые в письменном языке не присутствуют вообще. И если вы будете изучать письменный язык, вы их просто не будете понимать. Третий момент – это диалекты и вообще понимание речи на слух в тибетском. Дело в том, что тибетский язык, он де-факто состоит из
система локальных диалектов, и эти диалекты отличаются весьма серьезно по фонетическим особенностям, по особенностям произношения. Поэтому иногда, ну, как правило, изучаю лхасский диалект, как наиболее такой распространенный, ну, язык столицы. И это создает, конечно, большие проблемы, потому что люди, допустим, могут быть не носителями лхасского диалекта, а какого-то другого. Тибетский без санскрита возможно ли? Вопрос. Значит, отвечаю на этот вопрос. Возможно, потому что никакой связи генетической между санскритом и тибетским нет. Это языки, которые относятся к разным языковым семьям. Тибетский относится к сино-тибетской семье, а санскрит к индоевропейской. Поэтому прямой связи, как именно вот, генетической или языковой связи, нету между тибетским и санскритом. Есть грамматические концепции, которые были не очень удачно заимствованы в тибетский язык, единственное, что касается санскрита. Ну и, конечно, есть влияние на тибетскую культуру санскрита. Как бы, ну, поскольку тексты переводились с санскрита, ну, вот такая история. Но какой-то связи между ними нет, так что вы сможете без санскрита совершенно спокойно тибетский учить. Он никак вам не поможет, к сожалению. Ну, поможет вам он санскрит только если вы будете читать тексты, переведенные с санскрита, там хотя бы будете понимать. И в понимании буддийской терминологии, конечно же. Вот санскрит вам поможет. И понимании мантр тибетского буддизма. Но к языку как таковому это не имеет отношения. Вот у нас был недавно семинар по буддийским мантрам. Кстати, если кто-то хочет, то записи доступны. Я думаю, что можно приобрести этот курс. Он из 3 занятий состоял. Мы разбирали там мантры тибетского буддизма, которые созданы на санскрите. На санскрите. Но сам язык не связан. Особенно если вы, допустим, будете разговорный изучать язык, то там вообще санскрит. Так, коллеги, ну что? Как у нас? Так, еще вопрос. Скажите, поможет ли мнемотехника лучше запоминать слова, особенно в написании тибетского языка? Да, поможет. И на эту тему, если вы пойдете на курс, будет отдельный как бы тренинг, отдельные техники по поводу орфографии тибетской. Это очень сложный аспект. Дело в том, что для тех, кто, может, не учил еще тибетский, в тибетском языке огромное количество омофонов, то есть слов, которые одинаково произносятся, но пишутся совершенно по-разному. И как бы надо все учить, потому что иначе вы не будете понимать письменный текст. Да, мы будем изучать технику, в том числе и с работы с орфографией, с тибетской, конечно же. То есть еще раз говорю, что по каждому языку, который вы будете заниматься, я буду обеспечивать поддержку содержательно. Ну, иначе никак просто. Иначе это смысла не имеет. То есть я считаю, что, ну как же, я буду учить вас внимательно на тибетском и не буду вам объяснять, как это все работает на тибетском языке.